Китайский коронавирус к этому часу унес жизни более 80 человек. Пекин изолирует более 40 миллионов человек в 13 городах. Вылеты из страны отменяются. Центральная Азия посылает пустые борты за своими гражданами и закрывает границы. Репортажи из Китая, свидетельства граждан центральноазиатских государств о происходящем в сегодняшней программе. В любом случае надо исходить из того, что последствия могут быть катастрофичные. После нашумевшего сюжета Джибек Бигалиевой о похищении и принуждении к работе в борделе несовершеннолетней девушки в дом ее матери ворвались неизвестные. Они угрожали женщине и требовали забрать заявление из милиции. Владельцы публичного дома все еще на свободе. Моя сестра топила печку, когда они ворвались в дом. Мужчины окружили ее с 3 сторон. Они пугали и угрожали ей. На вопрос «Кто вы?», они заявили: «Сейчас узнаешь». В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Очередное авиапроисшествие. На сей раз в Афганистане, в провинции Газни на востоке страны, разбился самолет. Информация пока поступает противоречивая. Большинство источников сообщают, что на борту находились 83 человека. Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех-Яг, который контролирует экстремистское движение «Талибан». Об этом сообщает агентство Reuters. К этому моменту уже известно, что именно «Талибан» взял на себя ответственность за крушение самолета с американскими военными на борту. Местный телеканал Толу Ньюс, опубликовавший предполагаемую видеозапись с места крушения, акцентирует внимание на опознавательных знаках военно-воздушных сил США на обломках самолета. В то же время уточняется, что аутентичность этой записи пока не подтверждена. Эти кадры вы видите на экране. Ранее сообщалось, что крушение потерял самолет афганской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. К этому часу уже поступило опровержение. Все самолеты этой авиакомпании вылетели и приземлились по расписанию. Вооруженные силы США начали расследование в связи с сообщениями о крушении в понедельник самолета в афганской провинции Газни, сообщает агентство Associated Press. Мы следим за развитием ситуации. Количество жертв нового коронавируса в Китае неуклонно растет. По последним данным, уже умер 81 человек. Наибольшее количество смертей в провинции Хубэй. Она считается очагом вируса. На этот час блокированы 13 городов Китая с общим населением более 41 миллиона человек. Акрам Дукахор продолжит. За последние 24 часа количество больных новым коронавирусом в Китае увеличилось почти на треть. Официальное число подтвержденных случаев пневмонии составило 2744 человека. За этот же период, по данным Национальной комиссии по здравоохранению, от болезней, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека. На этот час общее число жертв нового вируса перевалило за 80. В то же время китайские власти сообщают о выздоровлении 51 пациента, а более 30 тысяч человек все еще находятся под медицинским наблюдением. Президент Си Цзиньпин сказал, что нам следует сосредоточить всех пациентов, экспертов, ресурсы и лечение в одном месте. Это очень важно. Только таким образом мы сможем слаженно прийти к научному плану действий и применить индивидуальное лечение к каждому пациенту. Между тем, в Китае принято решение продлить на 3 дня новогодние каникулы. Китайский Новый год в этом году официально отмечается с 24 по 29 января, но с учетом корректировки праздники продлятся до 2 февраля. Власти заявили, что решение принято с тем, чтобы уменьшить риск заражения новым коронавирусом. Однако эти усилия могут быть тщетными. Мэрия города Ухань, где в декабре произошла вспышка коронавируса, заявила, что из 11 миллионов жителей мегаполиса почти половина разъехались на каникулы. Тем временем, из-за эпидемии коронавируса в Ухане китайские власти решили распространить режим карантина во всей провинции Хубэй. На данный момент въезд и выезд закрыты в 13 городах с населением более 41 миллиона человек. Медики советуют людям не выходить без необходимости из своих домов, а те, кто вышли, обязаны носить медицинские маски. В свою очередь, по всему Китаю возник ажиотаж на медицинские маски. Местные производители не успевают удовлетворить возросшую потребность. У ворот предприятий собираются множество людей. С сегодняшнего дня власти Китая также приостановили отправку за рубеж организованных групп туристов. Ранее основными распространителями нового коронавируса были как раз выезжающие из Китая люди. На сегодняшний день за пределами Китая официально зарегистрировано 35 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Страны Центральной Азии в связи с распространением коронавируса из Китая принимают все необходимые меры. Некоторые авиакомпании приостанавливают отправку пассажиров в китайские города. При этом речь идет не об отмене рейсов, а о плановом полете за выехавшими туристами. С подробностями Шолпан Уразбекова. Пустые самолеты в китайские провинции отправит казахстанская компания «Скат». 3 обычных рейса из Алматы и Нур-Султана отменили. Лайнеры в Китай полетят пустыми, чтобы забрать из городов Санья и Хайкоу казахстанских туристов. Сами рейсы, скажем так, они не отменены, чтобы понимать. То есть он по расписанию полетит туда, но он полетит без пассажиров. Но там 10 дней назад туда туристы приехали, у них сейчас отдых заканчивается, поэтому он летит туда пустой и оттуда забирает пассажиров, у которых отдых закончился, и по расписанию их везет обратно в Казахстан. О том, что рейсы казахстанских авиакомпаний не отменены, рассказали и в Комитете гражданской авиации. При этом со ссылкой на национальный перевозчик Air Astana отмечают, что отправка туристических групп на время прекращена именно с китайской стороны. Касательно наших регулярных рейсов, выполняемых авиакомпанией Air Astana и авиакомпанией «Скат», то сообщаем, что рейсы данных компаний выполняются согласно штатному расписанию. Никаких отмен или задержек по этому поводу не было. Рейсы в Китай приостановлены и в Кыргызстане. Особенно усилен контроль на границе. Запретили и ввоз продуктов. Власти Кыргызстана заявляют о готовности к любому сценарию развития событий. С 23 января остановлены маршруты Skyenair. Особенно это касается пропускного пункта Эркиштам. Китайская сторона и так устанавливала ограничения из-за празднования Нового года. А сейчас усилили охрану, чтобы не было продвижения людей и провоза продуктов. Есть национальная лаборатория вирусологии. Она готова проводить анализы. Лаборатории городов Бишкека и Аша прошли аккредитацию ВОЗ. Есть все возможности выявить вирус. Реактивы и материалы есть в достаточном количестве. Во всех точках здравоохранения есть изоляторы. Если выявят людей с коронавирусом, их можно изолировать и лечить. В Таджикистане также усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля в связи со стремительным распространением нового вида вируса. В аэропортах и на пограничных пунктах страны работают санитарно-карантинные пункты, как в воздушной, так и в наземной зонах. В случае неблагоприятной ситуации эти пункты будут работать круглосуточно. В Таджикистане, к слову, перелеты в Китай приостановлены еще с 23 января. Но эти меры, как сообщается на официальных сайтах страны, не связаны с коронавирусом, а вводятся ежегодно в связи с празднованием китайского Нового года. Насколько страшна ситуация в Китае, мы решили узнать из первых уст. Нам удалось связаться с жительницей Шанхая, гражданкой Кыргызстана Аленой Сидельниковой. Там она работает уже более 5 лет. Многие сообщения СМИ из Китая она считает преувеличенными. Люди, конечно же, поддаются панике, скупают маски, дезинфицирующие средства для рук, также распространяют неподтвержденную информацию друг другу, чем нагоняют еще больше паники. Но власти предпринимают все меры предосторожности. К примеру, 25 января была проведена дезинфекция улиц Шанхая. Несмотря на то, что Шанхай находится далеко от эпицентра заражения, все равно меры были проведены. Также во всем Китае запрещены или отменены мероприятия, где может скапливаться большое количество людей. Алена также рассказала, что меры предосторожности в разных городах отличаются друг от друга. Где-то они более строгие, где-то менее. Например, в Ухане говорят, что без масок, если человек ходит, то его могут оштрафовать. Но не знаю, насколько подтвержденная информация. К примеру, в Шанхае, вот я нахожусь без маски, никто меня не штрафует, никто мне ничего не говорит. Но могут китайцы подметить, что сейчас ходит вирус, может быть, ты не знаешь, что надо маску носить, но никто не штрафует. Персонал, конечно же, в обязательном порядке везде носит маски. Плюс в отелях, когда заходишь, тебе измеряют температуру специальным аппаратом, который моментально показывает результат. Появление видео опустевших городов Китая, так напугавших многих, Алена связывает не столько с эпидемией, сколько с праздниками. А в Ухане, эпицентре заражения, наша собеседница подтвердила, что он действительно закрыт. О том, что все в Китае закрыто, хочу сказать следующее. Это никак не связано с эпидемией. Просто в Китае сейчас идет китайский Новый год с 24 января по 2 февраля. И по традиции принято у них, что они едут в свой родной город праздновать Новый год со своими родными и близкими. Поэтому все закрывается, это официальные праздники, и это никак не связано с эпидемией. Единственное, что закрылось из-за эпидемии, это ночные клубы.
Случаев заражения опасным коронавирусом в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане не зарегистрировано. Об этом заявляют власти 3 стран, где в связи с угрозой были введены специальные меры безопасности, рассказывает Анушер Ванарипов. В каждой из 3 центральноазиатских стран были приняты меры безопасности. Где-то они более серьезные, где-то менее. О введении чрезвычайной ситуации речи не идет. Но власти заверяют, что к возможной вспышке готовы. Меры по обеспечению безопасности от заражения в Таджикистане полностью в ведении Министерства здравоохранения. Минздрав направил официальные письма в МИД и Комитет по развитию туризма с просьбой уведомлять об угрозе всех вылетающих в Китай. Для тех, кто, несмотря на предупреждение, все же решил попасть в КНР, подготовили специальные рекомендации. По словам чиновников, также приняты все меры безопасности согласно рекомендациям ВОЗ. Властями предпринимаются серьезные меры с целью предотвращения распространения коронавируса 2019 НКО. Ни одного случая заражения новым коронавирусом не зафиксировано. Угрозу коронавируса обсудили и на заседании правительства Кыргызстана. Медики страны отчитались, что подготовились к вспышке. Есть и медикаменты, и маски. А на границах работают эпидемиологи. Открыта горячая линия на случай заражения жителей. А прибывающие в страну тщательно проверяются. Также власти заявили, что в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, находится 15 граждан Кыргызстана. МИД ищет возможность вернуть их на родину. Создан специальный штаб при Минздраве страны. Власти Китая пока не приняли решение, как вывести из Уханя граждан иностранных государств. Сейчас прорабатывается вопрос о вывозе граждан стран Центральной Азии из Уханя. Среди наших граждан нет заболевших коронавирусом. Премьер-министр Казахстана по поручению президента провел накануне специальное совещание, где говорили о возможности распространения уханьского вируса. На совещании приняли целый комплекс мер из 10 пунктов. От элементарного санитарно-эпидемиологического контроля на приграничных пунктах до создания правительственной спецкомиссии. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева, которому поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане. Корреспондент радио «Затыка» Гири Макалбекова в конце прошлой недели вернулась из отпуска из китайского Хайнаня. О том, что в Китае произошла вспышка нового коронавируса, она и другие отдыхающие ничего не знали. Никого в маске или из отдыхающих, которые переживали бы из-за вируса, я никого не встретила, практически никто не знал об этом. Только в аэропорту 24 января у нас была опять-таки задержка рейса, несколько часов. Я увидела практически всех сотрудников в маске, и было очень много сотрудников. Нежели если вот сравнить, как мы, то есть на прошлой неделе, когда мы прилетали. И вот тогда я начала уже переживать, потому что я была с ребенком. У меня была маска, я одела ребенку. Нам ничего не объясняли в аэропорту тоже, потому что они в основном не говорят ни по-английски, ни по-русски, но проверка была тщательная. То есть я не знаю, с какой техникой и с какими аппаратами они нас проверяли, но почти каждого, как минимум 5 минут. Даже детей, даже маленьких грудничков проверяли столько же. Одежду, волосы, вещи, с какой-то техникой и температуру проверили. То есть нам ничего не объясняли, но мы уже начали понимать, что это из-за вируса. Насколько быстро китайский коронавирус может распространиться по всему миру, об этом я сегодня поговорил с профессором вирусологии Александром Чепурновым. Господин Чепурнов, умерших и заболевших от китайского коронавируса все больше. Вообще, насколько быстро болезнь может распространиться по всему свету и каковы могут быть последствия? Он приобрел такие неприятные свойства, как возможность быть заразным в течение инкубационного периода. Это вот сильно осложняет борьбу с ним. Ну и потом за те годы, это 17 лет прошло с первой вспышки тоже с коронавируса, за это время, конечно, намного мобильнее стало население Китая. Очень во многие места ездят в огромном количестве. И кроме того, и в Китае сегодня работает намного больше и граждан Российской Федерации, и работает, и путешествует туда, и граждан других стран. Именно поэтому вот с такой скоростью и расползается болезнь. Но, конечно, важный момент, то, что вот она вот просто стремительно расходится. И для меня пока остается вопросом, все-таки
все началось именно вот в точке 31 декабря, когда появились первые больные, и это волны от них? Или все-таки уже были какие-то случаи, которые тогда прошли незамеченными, не были идентифицированы, спрятались за обычную пневмонию, а сегодня просто их вскрывают, потому что, уж очень быстро все расходится по самому Китаю. Ну вот специалисты Российской академии наук считают, что распространение коронавируса может обрести глобальные масштабы уже к марту. Вы согласны с этими прогнозами? Знаете, трудно сказать, потому что несколько раз сталкивался с ситуацией, когда самые категоричные катастрофические прогнозы, вот, например, как это было с лихорадкой Эбола, со вспышкой лихорадки Эбола, там тоже были просто вот категорически страшные перспективы, но потом в какой-то момент удалось жесткими мерами пресечь и остановить распространение. И, в принципе, очень тяжелая ситуация была и вот в 2002-2003 году. Мне тоже уже казалось, что вот-вот вирус перешагнул границу России и дальше поползет еще быстрее. Но вот мощнейшими усилиями китайскими, надо отдать должное, что они прямо очень жестко подходят к этой ситуации, удалось остановить. Поэтому прогноз возможен, конечно, и в ту, и в другую сторону. Но в любом случае надо исходить из того, что последствия могут быть катастрофичные, и готовиться к тому, что распространение может быть именно такое, как вот было предположено сотрудниками Академии наук. А вот в странах Центральной Азии, которые непосредственно граничат с Китаем, пока не зафиксировано ни одного случая заражения, то, что вирус попадет в наш регион, это вопрос времени или всего этого можно будет избежать? Я думаю, что вопрос времени, но потом вот в Тайване 4 случая, в Макао я вижу, в Гонконге 8. Поэтому я так думаю, что все не так безобидно. И еще один вам вопрос задам. Уже есть более четкое представление о вирусе, когда будет создана вакцина и сколько должно пройти времени на то, чтобы создать эту вакцину? Знаете, вот в нынешнем понимании того, как должна выглядеть вакцина и как она должна проходить аттестацию, это, конечно, очень длинные сроки. Поэтому, и кроме того, не совсем понятно не только, какой препарат окажется эффективен, но и будет ли модель. Вот у меня лично были проблемы в предыдущую вспышку в 2003 году. У меня были проблемы, я не мог подобрать восприимчивое животное. Но, к счастью, удалось купировать вспышку, и поэтому вроде и нужда такая отпала. Поэтому сейчас не совсем понятно, как быстро это будет развиваться. Но при этом, особенно с учетом того, как к делу подходят китайские специалисты, я не исключаю, что могут пойти на самые жесткие меры, то есть игнорируя часть вот таких вот классических подходов. Просто можно, и я бы, наверное, так и сделал, взять несколько вариантов традиционных, как убитую вакцину, рекомбинантную вакцину по известным технологиям, сделать их, и даже если не будет восприимчивых животных, выходить прямо на людей, потому что пока ситуация очень тяжелая. К другим темам. В Казахстане нелетная погода. В связи с неблагоприятными погодными условиями задержаны все авиарейсы, сообщили в аэропорту Нур-Султана. Многие прилеты и вылеты отменены на неопределенное время. В казахстанской столице отменены занятия в школах и колледжах. Сегодня в ряде регионов объявлены штормовые предупреждения. По сообщениям синоптиков, ожидается снег и метель. В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям. В департаменте по ЧС столицы рекомендовали жителям не выезжать за пределы города. Во многих областях закрыто движение на участках десятков трасс. Вокруг города Нур-Султан сейчас проводятся работы по поиску и спасению людей. В общей сложности за минувшие сутки у нас спасено более 750 человек и отбуксировано более 1500 единиц транспортных средств. Но, тем не менее, в заносах у нас еще остается около 500 транспортных средств, которые пока невозможно произвести, не будет произведена очистка, произвести ее эвакуацию до мест назначения.
Матери девочки из Кыргызстана, которую похитили и сдали в бордель, угрожают. Накануне в дом Нурай в Иссыкульской области ворвались трое неизвестных мужчин и женщин. Они требовали забрать заявление из милиции. Сама пострадавшая девочка сейчас живет в Бишкеке у тети. Тех, кто ее похитил, милиция все еще не нашла. Все еще на свободе и хозяева борделя. В МВД задержали лишь администратора притона и двух проституток, которые там работали, тем продолжит Джибек Бегалиева. Телевизор в эти дни Нурай не смотрит, а в интернет старается вообще не заходить. Репортажи о том, как 16-летнюю девочку с инвалидностью похитили из деревни, а потом сдали в столичный бордель, показали многие кыргызстанские телеканалы. Там была одна русская девушка. Она была беременная, когда я туда попала. Ее постоянно избивали шваброй по голове, по животу. Она была примерно на 7-8 месяце беременности. Однажды я заметила, что живот куда-то пропал. Но ни хозяев борделя, ни похитителей подростка милиция еще не нашла. Зато адрес дома Нурай в Иссыкульской области каким-то образом разузнали сторонники подозреваемых. В дом, в котором остались мама и младшая сестра девочки, вчера вечером ворвались трое неизвестных мужчин и женщина. Они угрожали матери Нурай и требовали, чтобы пострадавшие забрали заявление, рассказывает тетя девочки, у которой она сейчас живет. Было темно, они одни живут с маленькой дочкой. Моя сестра топила печку, когда они ворвались в дом. Мужчины окружили ее с 3 сторон. Они пугали и угрожали ей. На вопрос «Кто вы?», они заявили: «Сейчас узнаешь». Они требовали, чтобы я здесь забрала заявление. Она очень испугалась, потому что эти люди и на нее кричали. Не дали никому позвонить. Эти люди знали всю информацию. Отец Нурай умер, а у мамы проблемы со здоровьем, да и денег на то, чтобы приехать в столицу, нет. Так что ее тетя – единственный человек, который хочет защитить Нурай и добиться наказания для ее насильников и похитителей. Все остальные родственники считают, что дело надо замять, потому что эта история, по их мнению, большой позор для семьи. Помогает женщине юрист, известной в Кыргызстане правовой клинике. Мама жертвы собирается писать заявление сегодня же по фактам угроз, поскольку ей сказали, что если она не заберет заявление, то с ней будут разговаривать по-другому. Тех, кто похитил девочку из деревни, милиция все еще не нашла. Следователи ищут и хозяев борделя, который все это время успешно работал прямо напротив местного отделения милиции. В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства по статье «Вовлечение в проституцию». Это одна статья. По второму заявлению, там также зарегистрировано в ИРПП, ведется досудебное производство по статье «Похищение». Также проводятся следственные действия, разные мероприятия, поисковые мероприятия, по результатам которых мы сообщим дополнительно. Мы решили снова проверить притон, который милиция опечатала после нашего сюжета на прошлой неделе. Хотя целых 2 месяца до этого в публичном доме спокойно принимали клиентов, несмотря на то, что тетя Нурай заявила на его хозяев в МВД. Сегодня оказалось, что печать с дверей сорвали, двери помещения открыты. В одной из комнат притона, похоже, кто-то даже жил с маленьким ребенком. То, что на Ошском базаре работают такие заведения, ни для кого не секрет. Про Кыргызскую улицу Красных Фонарей в милиции уже много лет знают, однако замечать этот, по-видимому, прибыльный бизнес власти не хотят. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. В настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Каково это — добывать золото по старинке в экстремальных условиях? В кыргызстанском селе Таш-Башат жители добывают благородный металл в местной реке в 30-градусные морозы. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Азия-360». Автор программы Адилет Бектурсунов расскажет о старателях, которые охотятся за самородками. Мы находимся в Нарыне, в самом холодном регионе республики. Здесь зимой в самые теплые дни минус 17, минус 20. Мы снимаем местных жителей, которые добывают из реки золото. Смотрите проект «Азия-360» на канале «Настоящее время». Ну а я напомню, проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 23:30 по времени Бишкека и Нур-Султана и в 20:30 по Москве и в 19:30 по киевскому времени. Не пропустите. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. А ты гему любишь? Только тесто? Нет, не люблю. Пять пацанов и тусовка. А если ты пойдешь в армию, допустим? В армию меня не берут.
Настоящее время на Smart TV. Удобство большого телеэкрана и функции мобильного приложения. Установите приложение на ваш умный телевизор и смотрите прямой эфир и отобранные программы в комфортной обстановке и в удобное время. Настоящее время.